Кто из вас хоть когда-нибудь в жизни слышал о таком народе, как удмурты? Поднимите, пожалуйста, руки. Удмурты. Хорошо, спасибо. Следующий народ из нашего списка. Кабардинцы. Так, вот, уже больше знают. Спасибо, хорошо. Для меня Родина — это мой дом, который меня вырастил, который нужно защищать в критических ситуациях, которая воспитывает меня, которая дала мне кровь, еду и окружающих людей. И представьтесь. Ярослав. Ярослав. Спасибо, Ярослав. Артем, Да, Артем. защита Родины – это защита, не имеющая границ. Если нужно защищать Родину, значит, за это можно отдать все и жизнь в том числе. Потому что Родина и дала эту жизнь. Защищать Родину можно также, сохраняя ее обычаи, традиции и историю. Спасибо, Елизавета. Люди пытаются, когда тот же чемпионат по футболу был, у нас, когда приезжал в Россию, много людей познакомились друг с другом, то есть не считая русских с других стран между собой, то есть тот же спорт сближает, должна быть общая точка зрения. Тяжело жить человеку, когда у него нет смысла. Тяжело жить человеку, когда у него нет цели. Человек – явление социальное. Оно не может развиваться в одиночку. Часто мы раньше об этом много говорили, сейчас мы редко задумываемся о том, насколько важны взаимоотношения в обществе между людьми. Народ, у которого нет своего государства пока. Курдистан находится в разных частях, в разных странах. Но народ-то есть. И народ сохранился во многом. И многие народы, потому что не сохранили свои национальные традиции. На Кавказе главная черта мужчины – это честь. А что ж ты молчала раньше? Честь. Это было самое главное качество. И поэтому, чтобы воспитать мужчину в таком духе, воспитание мальчика, когда подрастал, его отдавали на воспитание старейшинам. И выбирался человек с безупречной репутацией, который там не скажет, что там выбирает его, то сказать, да, я помню, он там в 9 классе у нас по карманам мелочь тырил. Все. Я познакомился, куда я об этом узнал, с балкарскими старейшинами, там, деды такие с бородами за 70, а у них, представитель совета старейшин, мужчина за 40 лет. Я говорю, слушайте, вы такие в возрасте, почему он главный? И вот они мне про него рассказали, я понял почему. Человек, который никогда, никто не может сказать из селян, что он кого-то обманул, что он вел себя недостойно. Вот честь это было качество. А сегодня у нас сидят представители кавказских народов, и этого не знают. И на Кавказе это уже не знают. Есть такое уважение к старшим? Есть? Это да, часть национальной традиции. А скажи, пожалуйста, могло бы быть такое, еще, наверное, лет 20 назад, чтобы младший разговаривает со старшими сидя? Нет. Ну ты же со мной разговариваешь сидя, а рассказываешь мне про национальные традиции. Ага. Вот у нас говорят, что мы там чтим национальные традиции. Я не позволяю. А у меня уже внучке 15 лет. Да я не позволяю себе разговаривать со старшими сидя. Наконец, после долгих странствий, люди увидели сушу. Если бы не священная черная змея, все могло бы сложиться совсем по-другому. Поэтому курды почитают черную змею как свою спасительницу. Вопрос первый. Сколько в мире курдов? 650 миллионов. 50 миллионов, шаг вперед, он первый поднял руку. Правильно, 50 миллионов. Это большой народ. Шаг вперед, шаг вперед. На территории каких государств расположен Курдистан? А, вы были первые. После него. Но вы были Я сам первые. давай. Но вы были первые, давайте. Турция, Ирак, Сирия и Иран. Правильно, вы победили. Да. Вы победили, да. В день бельги родители жениха приходят в дом невесты совершить первый, очень значимый ритуал сватовства. Голову и плечи невесты покрывают традиционным курдским платком, в знак того, что ее сторона приняла предложение и согласилась выдать дочь замуж. Что бросают на голову невесте? В каком количестве? 3 яблока. 3 яблока, шаг вперед, правильно. Резче надо, Это мой любимый вопрос был вообще. Да? Я помню, я видел, как вы улыбались и показали вот пальцем вот так вверх. Чтобы было много детей, правильно, вот девушка. Чтобы у вас было много детей. Каких детей? Мальчиков или девочек или чего? И мальчиков, и девочек. Не забывайте, что у курдов и мальчики, и девочки важны. Спасибо всем большое.
Мы желаем вашей жизни процветания, успехов. Пусть все у вас будет хорошо.